Вечер выходного дня, это значит самое время собраться в гастростудии «Мустоя» для того, чтобы интересно провести время, пообщаться, приготовить что-то вкусное и что-то вкусное съесть. В эфире программа «Просто вкусно». Меня зовут Александр Хавренко. И сегодня со мной в этой гастростудии, конечно же, хозяин этого замечательного места, этой гастростудии, шеф-повар ресторана «Мустоя» Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И наш гость, мой, не побоюсь этого слова, большой друг, замечательный актер, заслуженный артист Республики Саха-Якутия, актер Русского театра Дмитрий Трофимов. Дима, рад тебя видеть. Взаимно, Саша. Значит, коротенько объясню тебе, что мы здесь делаем, для чего мы тебя позвали. Мы собираем своих друзей, приводим в гастростудию, просим, иногда требуем, иногда даже заставляем что-то нам готовить, чтобы мы потом могли все вместе это попробовать, съесть и насладиться. Я могу представить, как вы заставляете. Ну, тебя-то попробуй заставь, но я думаю, что тебя заставлять не придется, поэтому все на добровольных началах. С чем ты к нам пришел? Чем ты нас хочешь удивить? Я не знаю, удивить, наверное, вряд ли, но мне нравится блюдо ирландское, простое мужское блюдо, которое называется просто ирландское рагу. Могу предположить, что ирландское рагу надо готовить в килте. Ну, наверное, в идеале так, но мы без килта. У нас есть другой тонкий момент, который тоже нам обозначит Ирландию. Отлично. Что нам надо для этого блюда? Для этого блюда нам нужно мясо, говядина. Мясо, желательно баранина, но говорят, в Ирландии готовят в основном сейчас говядину. Поэтому мы обойдемся говядиной. Нам нужен картофель, нам нужен чеснок, нам нужен лук, нам нужна морковка, ну и всякие там зелень, розмарин. В общем, почти все, что есть у нас в холодильнике. Да, почти все, что есть в холодильнике. Помидоры тебе нужны? Ну-ка, мечи стаканы на стол. Нет, помидоры мне не нужны. Помидоры тебе не нужны. Да. Окей. Вот. Ирландская кухня, на самом деле, она довольно скудная, но она сытная. Ирландцы пережили великий голод, поэтому толк в том, как сытно поесть, и просто они знают. Вот. Что мы делаем? Для начала нам нужно, наверное, запустить плитку и разогреть сковородку. Так, Семен, помогите мне. Для того, чтобы обжарить мясо. Наверное, мясо лучше сперва нарезать. Сначала нарезать мясо, давайте так займемся. А вот хотел бы узнать, откуда вы узнали это блюдо? Это блюдо, дело в том, что я, скажем так, с некоторых пор поклонник ирландской драматургии, ну, в частности, Мартина Макдонаха. И все, что связано с ирландским народом, я, конечно, узнавал, потому что профессия актера — это не только там вышел, выучил текст и сыграл какой-то персонаж, ты узнаешь, что находится за этим персонажем, ну, там, традицию народа, кухню какую-то, что-то еще, в общем, все, что повлияло на костно-мышечный аппарат, на его психофизику. В общем, ну и вот это блюдо попало в мое поле зрения. Оно, опять же, повторюсь, оно несложное. Я довольно рано начал готовить всякие там рагу, гуляш и тому подобное. Оно очень похоже, но с одним маленьким нюансом. О нем мы расскажем чуть попозже. Так. Мне кажется, ты вообще в прошлой жизни был ирландцем, поэтому у тебя вот так все это ирландское. Может быть, Саш, ты знаешь, когда я начал читать пьесы Мартина Макдонаха, я вообще... А мясо можно мельче, потому что картошка должна быть крупная, а вот мясо как раз можно не мелко, но так вот такими, еще можно даже чуть-чуть. Да, вот. Читая пьесы Мартина Макдонаха, я вообще пришел к выводу, что ирландцы, как это ни странно, народ Саха, очень схожи. Я кроме шуток говорю. Это вот оторванность от большой земли. Я беру сейчас вообще Южную Ирландию. Где-то там находятся большие земли, большие города. Ну, я сейчас в данный момент говорю о том, что у нас федеральный центр находится от нас далеко. Очень зеленый цвет в почете, клевер и тому подобное. Лошадь — священное животное. У них также присутствует музыкальный инструмент, как варган. Ну, по-ирландски, наверное, как по-другому называется. Хамус, скажем так условно. Он присутствует. Очень много схожего. И даже в танцах они подражают бегу лошадей. Ну, гордый народ, сильный народ, между прочим. То есть, если мы поедем в Ирландию, мы там сойдем за своих. Мы почти все их обычаи знаем. Подражать бегу лошади тоже можем. Зеленый цвет мы любим. Обязательно. На хамусах мы все играем через одного, по крайней мере. Я играю. Отлично. Дим, кстати, вот давай начнем. Конечно, тебя знают все, ты на слуху, на виду всегда, но все-таки вдруг есть те два человека, которые не знают тебя. Давай немножко расскажем, где родился, как пригодился. Родился в городе Героя Волгоград. Моя родословная, она с берегов Дона, с берегов Волги. По папе и по маме я потомственный донской казак. С национальностью сложно угадать, потому что когда я копал вглубь веков к своим предкам, там кого только нет. Казачество — это
многонациональная составляющая. Там и тюрки, и кавказцы, ну и славянский ген, естественно, не без этого. Вот. Но не в этом дело. Не в этом дело. Я с южных регионов российских. Вот как попал в Якутск, мама, папа были романтиками, хотели строить БАМ, смотрели много передач о том, как тянут ветку. Маме очень хотелось сюда. Папа, может быть, не очень, за мамой просто, может, скажем, поехал. Маме захотелось. Папа говорит, ну, поехали. И вот так мы оказались в Якутске. Когда мы, первый город, куда мы приехали, это был город Нерюнгри. Из, скажем так, дождливого Волгограда в канун Нового года, 80-й год, мы вылетали в Якутию и прилетели, морозы были минус 40. Это для меня, для мальчишки, конечно, было такое... Сколько тебе было? Сколько тебе было в тот момент? Мне было, ну, это, считай, 7-8 лет, это первый класс. Ну, это уже такой уже осознанный возраст. Ну, такой, да, конечно, осознанный возраст. И меня еще удивил запах. Стоят машины, КАМАЗы, там, МАЗы. Нас, детей, еще развозили по школам, потому что толком инфраструктуры в Нерюнгри еще не было. Приленская геология, где отец работал, нас там с утра выходим по машинам и повезли там в школу. Да, мяса достаточно, мяса достаточно. Благодарю, сейчас маслица. А затем давай овощи. Овощи заранее... чуть позже. Надо нам сейчас мясо немножко обжарить. Ну, пока может обжариваться, мы заранее заготовим. Да, так надо крупно порезать морковку. Я режу или вы режете? Ну, давай, вы общайтесь, я пока сделаю. Морковку крупно надо порезать. Крупно кольцами. Вот где самое крупное, наверное, пополам там надо будет просто. И помельче так. И вот так, да? Да, прям крупненькая должна быть, морковочка быть. Вся фишка как раз в том, что у них овощи крупно нарезаются. Ну, чтобы не копаться, порубили. Народ простой, Саша, народ простой, прямой, как Саха, кстати, человек. Ну, тоже... Сильный, гордый, прямой, честный, порядочный. Что там что-то выдумать? Взял, порубил, покидал. Грубо говоря, топором. Да. Итак, Нерюнгри, тебе 8 лет, и запах... Запах выхлопной, производный от того, что машины выделяют из себя. В Волгограде же этого запаха нет, там другой воздух, вдруг вот эта концентрация выхлопа от автомобиля. Мне нравился этот запах, понимаешь? Чем-то такой вот воздух пах необычно, мне кажется. Ну, заметил ты его сразу, получается. Да, сразу же аж шибанул, думаю, ничего себе. Потому что аж сразу в памяти. Для меня, конечно, для мальчишки, который приехал с южного региона, с города-миллионника, это была такой романтик, когда тебя на машине возят в школу. Пешком, правда, обратно шли со школы домой через железнодорожное полотно, там какие-то там строящиеся объекты были, много-много-много. Жили мирно, дружно, вообще красота такая была. И я... Мальчиком-то был читающим, библиофилом буквально, можно так было сказать. И я уже тогда читал каких-то авторов якутских, скажем так. Якутские сказки, там писателей якутских читал. Когда приехали мы в Якутию, я очень хотел познакомиться с мальчишкой-якутом. Очень хотел. Задружиться, думал, он мне там расскажет про шаманов, я что-то там читал, я помню. И тут мальчишка-азиат в параллельном классе, мы с ним задружились, но имя какое-то вот у него, я думал, такое имя, наверное, якутское должно быть. Его звали сейчас тебе, чтобы, дай бог памяти, Баир, по-моему, его звали. Вот такое вот имя, могу ошибиться, Батыр, Баир, по-моему, звали. Мальчишку, потом выяснилось, что он бурят. Оказался, у меня было такое разочарование, я говорю, почему ты не якут? Вот так вот. Ну, в общем, вот так. Потом, когда мы приехали в Якутск, естественно, друзей у меня, Саха, появилось очень много. Вот. И прожив здесь несколько лет, мама не захотела возвращаться обратно в Волгоград. Папа тоже. И она как бы говорит... Вот еще тут такой момент есть, очень тонкий. Папа у меня дитя войны. И у папы, скажем так, посттравматический синдром был после войны. То есть он Тем уже... более в Сталинграде. Да. А здесь войны не было. Здесь хорошо, светло. Как бы вот этого понятия, что здесь погибли, этого не было. Потому что идешь по Волгограду, везде мемориальные таблички. Как мама говорит, город-кладбище. Вот. И поэтому возвращаться не хотели. Якутию полюбили. Так скажем. Дышится легче. Дышится легче, конечно. Мама очень полюбила Якутию. Пошел ты здесь в школу. В какую школу ты закончил? Я пошел в Мархинскую, 8-летнюю школу. Так, мясо, наверное, мы можем уже выкладывать, обжаривать. Так, давайте я тогда буду делать вот так. Там я посмотрел рецепт этого блюда ирландского. Его готовят либо брутально, как ирландцы, либо его готовят, извиняюсь, как в ресторане. Чуть ли не пинцетом переворачивают мясо, но я склоняюсь к тому, что надо его готовить все-таки практически как ирландцы. Вот так. Оно должно немножко... Пусть постоит.
Да, обжарится курочкой, да. И перевернем. Курочкой. Маркетская школа, то есть ты жил не в центре, ты жил в Марке. Да, я жил в Марке. Был такой момент, папа у меня был газоэлектросварщик, папа меня готовил великолепно, потому что у него было неоконченное кулинарное образование. Вот, был такой момент, когда папу позвали работать в Чурапчу. И папа говорит: Лид, ну вот в Чурапчу заработок хороший, там специалист нужен и тому подобное. Мама так подумала, зачем из города уезжать. В общем, отца отговорил. Я к тому говорю, что я, может быть, борцом бы сейчас был. Ну, вполне возможно, да. В общем, отца отговорил. Я к тому говорю, что я, может быть, борцом бы сейчас был. Ну, вполне возможно, да. Но ты решил пойти в милицию. Ну, это не сразу, Саша, произошло. Я вообще о милиции не мечтал, честно тебе хочу сказать. Это как бы не была моя мечта быть сотрудником там, правоохранительных. Я, короче, вот так тебе буду мешать. Ты закончил школу. У тебя была одна школа или... Смотри, у меня была школа в Волгограде, у меня была школа в Нерюнгре, у меня была промежуточная недолго школа поселок Улу. Вот так вот занесло отца туда, недолго, там буквально 1 класс, 2, и все, мы оказались в Якутске. Потом была Маркинская 8-летняя школа, после которой я оказался в школе в поселке Газпром, Белое озеро. И после нее я поступил в педагогическое училище номер 1 на физкультурное отделение. То есть ты с детства был в спорте или так получилось? Я скажу так, я не скажу, что я был каким-то там в плане физическом одаренным. Отец у меня, несмотря на свое голодное послевоенное детство, очень уважал спорт, безумно уважал таких спортсменов, как Пенигин, Романов. Я знал еще, когда был пацаном. Я прочитал книгу «Поединок с самим собой» Раевского. Кстати, всем рекомендую, чтобы все дети прочитали, что взрослые порекомендовали. И там в этой книге как раз описываются схватки наших великих якутских борцов. Я их уже тогда с Волгограда знал. И когда я попал в Якутск, я пошел в школу борьбы, в зал борьбы. И вдруг я увидел Пенигина, вдруг я увидел Романа Дмитриева. Это для меня просто боги были. Борцы. Я про них читал, а вот они тут приходят, еще какие-то мастер-класс мальчишкам дают, показывают какие-то приемы, как бороться. Это потрясающий был момент для меня, честно говоря. Вот. На чем мы споткнулись, Саша? Ты поступил в Педагогическое училище, да, потому что я хотел как-то связать свою жизнь с физической культурой, с правильным образом жизни, скажем так, и что-то хорошей деятельности. Ну, какой-то вот чувствовал в себе какое-то педагогическое призвание. Не солишь, не перчишь? Да, наверное, немножечко давайте присолим. Давайте. может, давайте. Это перец, вот он Нет, соль. свежего, И чуть-чуть свежего подключим. перца, молотого. Аромат сразу появится. Да. Там жарко идет. Он сразу выделять начинает. Нам надо немножко обжарить, его уже перекинуть. Так, и посолим, да? Да, немножечко. А чеснок, какие-нибудь травы добавляем? Нет, чесночок мы сейчас попозже. Оно же говорю, там в чем слово нехорошее, ну скажи, прикол ирландского блюда проще, чем везде. Вот. Поэтому даже сейчас с изысками чуть делаем. Тут посолили, поперчили. Так, нам теперь надо все это. Оно уже занялось корочкой. Не-не-не, пусть еще. Еще пускай, да? Да. Как говорится, нет цвета, нет вкуса при Да, обжарке. ладно, я понял. Оно просто потом вариться должно. Мясо. И ты такой молодой Вот, я парень поступаю в поступил. педагогическое училище, на физкультурное отделение. Безумно мне понравилась обстановка. Внутри доброжелательные отношения старшекурсников там, к младшим курсам. Ну и плюс педагогические училища. Да, плюс это- педагогическое училище. Дима, Это привет. 90%. Девушки? Нет, спортсмены. Это же там очень много спортсменов и парней много. Это и педагогическое училище номер 2. Там было много девушек. А в нашем первом там было как бы, ну, достаточно парней много. Вот. Отучился я там, дошел примерно до конца первого курса, забрал документы и ушел, Саша. Что тебя не устроило? Слушай, это все-таки вот этот вот энергия заблуждения у молодых. Вроде бы все нормально было. Меня даже директор училища оставил. Говорит: Дим, посиди немножко, говорит, подумай. Может быть, ну, останешься, не уйдешь. Что ты, посидел, пока пара шла, пока директор ушел преподавать.
Ну и, в общем, окончательно решил не оставаться в педагогическом училище. Потом я хотел вернуться в школу общеобразовательную, закончить свои положенные тогда 10 классов, чтобы потом уже поступать куда-то. Меня в общеобразовательную школу не взяли, сказали, иди в школу рабочей молодежи. Ну, я пошел в школу рабочей молодежи, я окончил школу рабочей молодежи, после чего я отнес документы в ЕГУ на физкультурное отделение. Меня допустили к экзаменам, я начал сдавать экзамены, и в какой-то момент опять какая-то рефлексия. Прихожу, забираю документы. Говорит, а зачем вы забираете? Говорит, вы же не провалили экзамен, у вас еще экзамены идут. Есть шанс. Я говорю, нет, я сказал, говорю, я в армию пойду, я должен служить в армии. Ну, у меня такое было понятие, все, прятаться там за образованием я не буду, пойду в армию. Все, забрал документы. И тут судьба опять зигзаг делает. Вдруг мне предлагает совершенно посторонний человек, представитель МВД, говорит, вы спортом занимаетесь? Я говорю, занимаетесь. А в армию когда? Я говорю, вот жду повестку. Это ничего, что вы мне так помогаете сильно? Ничего. Мне самому интересно. Вот, ждал повесточку, я говорю, вот жду повесточку, а вы не хотите попробовать себя вот поступить в школу милиции? Я, Саша, честно, даже не знал, что существуют такие специализированные школы милиции, юридические вузы. Я думаю, может быть, она уже корочкой Не-не-не. покрылась. Думаете, еще? Еще. Вот. Просто не знал, что такие специализированные заведения есть, и что там так много готовят всего, в смысле, готовят, кадры такие интересные. А вот сперва выпала мне школа милиции город Волгоград, это мой родной город. Я обрадовался, говорю, так мой родной город, там родственники, все, там квартира, там все замечательно. Но там переиграли, потому что экзамены были в разные дни с саратовской соседней школой, и меня направляют в Саратовскую высшую школу милиции. То есть, если бы я учился в Волгограде, я бы вышел специалистом следственного отдела, был следаком, говоря простым языком. А тут эксперт-криминалист, наука, так на секундочку. Это уже, да, Это, конечно, накладывало определенную на меня ответственность. Я теперь ученый человек, а на меня же ведь кирзавод весь смотрит. Димка теперь ученый человек стал. Вот, поступил туда легко. Получается, армия опять меня обошла стороной. Но там, видишь, Саш, тут дело такое, что школа милиции, там казарменное положение, это тоже практически была армия. Погоны-то тебе дали. Да, то есть мы в казарме, у нас курс молодого бойца, у нас военная кафедра, все, в общем, как положено было. Поэтому тут я скажу, мимо меня армия не прошла в этом отношении, тем более по закону у меня все равно стоит, что я служил в военном билете. То есть вот так вот. Не доучился Да, опять не в школе милиции, нет. Я окончил первый курс, со второго курса ушел, взял академ отпуск, вернулся в Якутск. В Якутске меня направили работать в патрульно-постовую службу. Пока я здесь, в Якутске, до школы милиции, я поработал немножко в экспертном отделе. Я где-то месяца полтора поработал в экспертном отделе, экспертом-криминалистом. Я там печатал фотографии, выезжал на кражу или еще что-то, снимал отпечатки пальцев, что-то еще. В общем, дактилоскопией занимался. Ну, какая-то такая вот практика у меня хорошая была. Потом ушел в патрульно-постовую службу. Но когда пришла пора вернуться в школу милиции, я не вернулся. Вот. Опять рефлексия? Я захотел в гражданский вуз. Уже в казарму, когда ты хапнул воздух свободы, походил, уже в гражданский военный вуз, полувоенный возвращаться не хотелось. И, в общем, я подумал, что буду поступать на юридический факультет заочно. Получать надо было звание, звездочки, двигаться по карьерной лестнице. И вот тут, спустя некоторое время, на горизонте нарисовался Юрий Николаевич Козловский. Царство небесное, замечательный человек, бывший худрук нашего театра, который мне предложил, говорит, не зная меня абсолютно, я смотрю, у вас неплохая внешность, хорошие данные, поговорили Он тебя с ним. на улице встретил? Да, практически на улице он меня встретил, он говорит, нет желания у вас попытать счастья и поступить. Вообще сестра поступала, это он меня через сестру увидел, Юрий Николаевич, случайно буквально тоже, на самом деле. Я уже рот открыл, хотел сказать, что нет, я буду юристом, я вот закончу юридический вуз, потом буду, хотел быть гражданским адвокатом и тому подобные какие-то вещи. Но промолчал и написал заявление о допуске к экзаменам и все такое. Допустили к экзаменам, я поступил, Саш, подготовился, поступил. Я честно, когда увидел вот этих всех молодых людей, абитуриентов, кто со мной поступал, я думал, что я здесь делаю. Тебе тогда было уже 22 года. 22. Ну, 23 года должно было стукнуть. Я смотрю, все талантливые. Саша, все поют, все танцуют. Думаю, что я здесь делаю? Я из милиции, я ничего не умею.
Ну вот поступил, Саша. Я, более того, поступил, учился с повышенной стипендией какое-то время, до второго курса, потом начались там какие-то там лямур, тужур, где-то тут пропустил, тут троечку получил, ну не по профильным предметам, это была там история какая-нибудь литература, и в итоге, так, нам может быть пора уже в кастрюльку его? Так, получается, мы тоже масло разогреваем или как? Да, Или мы нет? сюда маслица кидаем тоже, да, маслица. Немного, да? Да, но в этом надо будет сейчас обжарить лук. Ага. То есть мы куски мяса перекидываем, не Да, все выливаем. да, мы перекидываем куски мяса. А вот в кастрюле мы, получается, Будем тоже уже на большом готовить. огне. Мы доводим до кипения, а потом уводим его на медленный огонь. Так, я тогда мясо сюда Да, перекидываю, да? мясо мы перекидываем. Средний огонь включаю здесь, да? Ага. Нам сейчас нужно обжарить лук немножечко здесь. Ну, лук готов, морковка готова. Да, все готово. Они ждут только тебя. Видишь, почему? какая у ирландцев экономия? В этом же масле они опять жарят. Ну, конечно. Так оно же не экономия, но оно же дает свой вкус, свой аромат. Ну да, нет, дело в том, что я когда дома готовлю, я масло обязательно поменяю. Если я вот пожарил уже, я обязательно либо другая сковородка, масло, допустим, поменяю обязательно. Когда в Ирландию поедешь, не говори им об этом. А то они сначала подумают, что ты свой, а потом такие, ну Ай, что, он Саша, масло меняет. Я думаю, что живут они сейчас очень хорошо. И думаю, вот эти блюда, которые просто ирландские, они готовят более изощренно, потому что я почитал, там уже и грибочки добавляют, и еще чего-то. Того изначального брутального блюда уже как бы и нет. Это популярное блюдо в пабах. В пабах подают жаркое такое. Профессия для меня была сия неведомая. Никакие кружки никогда подобного рода я не ходил, естественно. Посмотрел, уже у меня был допуск, понятно, к сцене, ну не к самой сцене, а в зале посмотреть репетиции, посмотреть, как работают артисты. Конечно, для меня это был культурный шок, потому что я думал, что вот этого я никогда в жизни достичь не смогу. Я даже думал так, наверное, дай бог мне дойти до последнего курса, выпросить у них диплом и уйти обратно в милицию, получить звезду и спокойно уже продолжать карьеру, в общем, милиционера. Так, лук. Вот. Лук весь обжарен, да? Да, лук мы весь обжарим. Его Или хватит? Не, хватит. Вот этого хватит. Этого хватит, да. Вот смотри, а твои коллеги... Его также можно они- тоже припустить там перчиком, что-нибудь Они присолить. не говорили, Дима, ну, алло. Куда? То, что я пошел в Да. актеры? Нет. Все мои коллеги, с кем я работал в правоохранительных органах, они наоборот сказали: Дима, ты нас просто удивил. Ну, красавчик, молодец и тому подобное. И когда я уже выпустился, и первые мои спектакли были на сцене Русского академического театра, они приходили ко мне всем отделом. Я бегу на спектакль, они все красивые, опера, следователи, с женами, там, с мужьями, там, как графья, бегут Дмитрий Иванович, я там, здравствуйте, Владимир Николаевич, там все. Саша, это потрясающе. Они ходили на мои спектакли, они смотрели, они, насколько я понимаю, даже гордились тем, что выходец из системы МВДшной стал артистом. Ну, скажу так, что те ребята, с которыми я работал, они все, ну, потрясающие, настоящие люди. Ты с ними поддерживаешь? Да, я поддерживаю контакты? с ними со многими отношениями. Скажу так, что уже в основном все пенсионеры. Уже все на пенсии в основном. Там есть кто не на пенсии. А ребята, с которыми я учился в школе милиции в Саратове, очень много из них уже достигли больших вершин. Там полковники, подполковники. Уже такие большие чины. Появились. Вот. Помнишь свой, вот уже ты получил диплом, ты уже актер, тебя зачислили в Да, труппу? морковку, по идее, можно, нет, ее можно не обжаривать. Я не знаю, почему лук обжаривается. Ну, в некоторых вариантах морковка не обжаривается. Первый свой спектакль, помнишь, какой у тебя был? Самый первый спектакль, это был спектакль моего преподавателя, замечательного артиста театра имени Маяковки Владимира Николаевича Камратова, «Зойкина квартира». Это не был студенческий спектакль, это был спектакль на взрослых, но нас набрали школоту спектакль, массовки, и было всего, нужно было сказать реплику, мы с мандатами и показать удостоверение. Саша, я думал, в зале увидят, как у меня коленки трясутся от волнения. И я думал, если я так буду... Кстати, совершенно верно, надо порезать чеснок. Совершенно верно. Это я, пардон, ребята, за разговорами совсем забыл. С чесночком тоже, да, припустить.
Когда вот ты понял, Как вы это здорово делаете. ну это опыт, это практика. Не-не-не, это потрясающе. На самом деле, когда рубят быстро, да, мелко, и когда вот так делают, это просто я... Вот у меня мечта, так он еще и не смотрит, что он делает. Да, Он да, ну смотрит. профессионал, понятное дело. Вот, Саша. И все, и ты понял, что актерство это теперь твое навсегда. Да, я понял, что актерство это мое навсегда, у меня все стало получаться, и я понял, что у меня получается то, что мне казалось для меня недосягаемым когда-то. От Да, себя добавить. да. То, что недосягаемым стало получаться, и я понял, что буду двигаться по этой линии, тем более мне это все очень и очень понравилось. А потом, видишь, когда ты серьезно подходишь к роли, каждая роль – это прожитая судьба. Вот, допустим, готовлюсь, я вот мечтал летчиком стать, да, в своей жизни я сыграл 4 летчиков. В кино 2 и в театре 2 летчиков сыграл. И понимаешь, Саша, я же готовлюсь к этому, я много материала, через себя это пропускаю, выхожу на какое-то время играть, я же становлюсь как бы этим летчиком. Понятно, игра, люди скажут, шизофрения какая-то, да? Нет. Нет? Мы сейчас делаем так, мы сейчас картошку закидываем, заливаем пивом. Пиво. Да. Это у нас Это как раз тот самый секретный ингредиент. Да, это тот самый ирландский секретный ингредиент. Крупновато, может, еще по половинке. Да, вот так. Вот так сделаем. Вот тот самый секретный ингредиент, потому что ирландцы очень любят согреваться в холода. И как ни странно, есть у нас в кустах рояль. Да, в кустах Так что я рояль. тебе его передаю, когда Да, его Саша. надо будет добавить в блюдо, добавляй. Да, мы его добавим. Вот, на чем мы с тобой, Саша, остановились? На том, что актер проживает Вот, много жизней. вот, Саша проживает много жизней, и в этом, Саша, есть какой-то кайф. Да, в этом есть какой-то кайф, в этом есть какая-то своя вот такая вот, ну, какой-то такой вот наркотик, Саш, в этом присутствует. Потом, видишь, ты же постоянно работая над каким-то образом, кстати, это тоже может быть из милиции, оттуда же. Ты изучаешь судьбу этого человека, ты препарируешь все его действия, почему он так поступил, откуда родом вот эти вот поступки. Это тоже ты расследование ведешь своего персонажа. Только понятно, что ты потом шкуру этого персонажа пытаешься влечь, найти себя в этом персонаже. Я в предлагаемых обстоятельствах. Вот такой вот. Расскажу тебе слово актерское. Вот. Меня туда затянуло, я считаю, ну я уже почти всю жизнь свою сознательную нахожусь. А морковку, да. Сейчас, секундочку, подождите, сделаем мы так. Картошку мы закинули, мясо мы закинули. Зальем это все вот так вот пивом. Так как у нас... наверное, вот так все и вылью. Да, конечно. Да, по-ирландски надо было сразу. Оно все равно немножко выкипится. А мы сейчас чуть-чуть позже, мы сейчас минут через несколько туда закинем. Просто морковка приготовится очень быстро. В чем прикол еще ирландских блюд? Я когда читал, мне было интересно. Они почему-то мясные блюда, которые можно готовить довольно быстро, ну что там, 45 минут, там час, потушил, пожарил, все готово. Они очень-очень долго готовят. Они это все томят, все на маленьком огне, все долго-долго. Я думаю, ну с чем это связано? Это, видимо, с ментальностью связано. Потому что на этих Аранских островах у них жизнь идет медленная, размеренная, идти некуда. А вот готовится полдня. А вот там вот это блюдо. поставил тушить и Да. пошел в горы искать своих баранов. Да, если в горы, а то равнина же. И сюда пошел, там море, туда пошел, тут тоже море. Ну, тут... Ну или там, пойду к соседу, скажу, а до соседа идти полтора часа в одну сторону. И поэтому все вот неторопливо, все медленно, хотя есть варианты, где готовят буквально за час, действительно за час. Я думаю, что там готовится. Но, наверное, в этом томлении есть какой-то свой тоже кайф, в этой размеренности. А вообще, вот ты на кухне частый гость? Я так скажу, что до какого-то времени я был частый гость, любил готовить. Мы даже, допустим, возвращаемся с покупками со второй половиной из магазина. Пока раздевается, стоит там, снимает унты, шапку, я уже готовлю. То есть быстро. Для меня это проблемы не было. Потом был момент, когда ЗОЖ. То есть простая, очень полезная пища, без всяких там вот этих вот изысков. Я уже вот так вот отошел от кухни. Этим не стал заниматься. Был ЗОЖ. А вообще, да, был момент, когда я это любил делать, когда этим занимался. Сейчас у меня супруга в основном занимается Получается, это готовкой. твое коронное блюдо, да? Вот это да, это я люблю блюдо иногда. Ну, и дома, и, например, Готовить. на даче. Да, оно простое, просто не всегда, конечно, пиво туда добавляю. Ну вот раз, коли это ирландским блюдом назвали, пусть оно будет вот
с пивом обязательно, как у ирландцев, как положено. А любимое блюдо у тебя какое? Любимое блюдо, я тебе сейчас скажу, Саш, оно очень простое. Родом из моего детства, из города-героя Волгоград. Это жареная картошка, чтобы она такая чуть-чуть с корочкой была. Это чтобы она пережарена была с луком. Колбаса, ну колбаса сейчас, к сожалению, она не Колбаса очень уже не хорошая. та. Да, колбаска пережаренная, это салат, помидоры, огурцы, зелень какая-то, но обязательно горчичное масло. Я прихожу специально, беру в магазине горчичное масло, потому что это вкус моего детства. Рядом завод стоял с нами как раз по производству горчичного масла. И у нас его было почему-то много. И вкус детства моего. Вот, ну, простое блюдо абсолютно. Вот, но понимаешь, что если ты занимаешься ЗОЖем, хотя ЗОЖем я уже давно не занимаюсь в полном объеме, конечно, это все продукты типа картошки и колбасы, они туда. Ты мне полчаса назад рассказывал про 100 килограмм в жиме лежа. Да, в рабочем режиме, Саша. Это, да, вот локдаун, вот эти все пандемийные дела меня немножечко года на полтора отодвинули от тренажерного зала. От Аполлона. От Аполлона. А тут вдруг такая радость, доступен стал спортивный зал, стал ходить, отказался от вредных каких-то привычек, которые успел приобрести за время пандемии. Это много полежать, там чего-то поесть того, чего, как бы, может быть, для хорошей фигуры вредно поесть. И вдруг, Саша, радость какая. Через 2 месяца возвращается жим лежа 100 килограмм. А через какое-то время 100 килограмм в рабочем режиме, Саша, 4-5 подходов, да еще по нескольку раз. Радость-то какая. Это просто чудо. Но, кстати, как разговор о чудесах. Да. У нас буквально вот-вот Новый год. Наверное, можно его сделать на меньший как огонечек говорится, уже. плох тот солдат, который не хочет стать генералом, и плох тот актер, который не Дед Мороз. Да, Саша, я согласен с тобой. Вот как у тебя обстоят дела с Дедом Морозом и предстоящими праздниками? Вот, Саша, это моя какая-то карма. Насчет Деда Мороза, я думаю, что это вот что-то, чего мне уже не избежать в моей жизни. Много раз я пытался, да, можно уже закидывать, да. Я много раз пытался избежать. Лук. Да, думаю, все можно, все можно тоже закинуть. Ну и там зелень в последний момент туда кинем. Сейчас пусть отушится, потом нужно будет нам сделать бульончик. Пытался избежать, но Дед Мороз тебя все равно догонял. И... Да, меня все равно, там, Дмитрий Иванович, ну, когда был Дима, пожалуйста, ну вот. Вплоть до того, что я даже перестал костюм себе обновлять, и думаю, буду без костюма, никто просить не будет. Нет, нашли костюм, пожалуйста, сходи, проведи там елку. Я понял, что это неизбежно, теперь у меня прекрасный костюм, у меня замечательная, лучшая на свете Снегурочка, супруга моя. Ну, еще бы. Вот. Ну и продолжаю заниматься этой деятельностью, нести радость в дома, в семьи. И причем, Саша, это не денег ради, я тебе вот так хочу сказать. Это уже, понимаешь, как тебе сказать, это уже моя ответственность какая-то за подрастающее поколение. Я тебе кроме шуток говорю, Дед Мороз в течение вот 10 минут, пока он общается с ребенком, может сделать гораздо больше, чем родители там за несколько лет. Ведь он же верит, Дед Мороз, мне. Я уже к ребенку подхожу, говорю, там, Саша, там, или Петя, там, ну, вот так не делай. Надо как-то вот, ну, как, он же не верит, понимаешь? И он говорит, да, Дедушка Мороз, я все понял. И потом родители же пишут, говорят, действительно, ребенок начинает вести себя немножко по-другому. Понимаешь, за короткий период, как вот переформатируем детям мозги в хорошем в смысле. Я думаю, ну, раз такая на меня упала функция, раз это все получается, надо педагогическая, опять же, деятельность, Саша. Ну, актеры, инженеры человеческих душ, Да. а ты Дед Мороз, актер, инженер детских Еще и душ. педагог не состоявшийся, Еще и понимаешь? педагог. Вот. Ну, там еще и где-то милиционер вот этот. Ага, если что. Первый, самый смешной был, это первый год, когда я начал халтурить, Дед Морозом стал. Ты помнишь, да, что я был милиционером, я какое-то время работал в дежурной части, то есть ездил по вызовам, тут скандал, тут надо утихомирить, тут хулигана, там, допустим, кухонного забрать, там, поругать его там, в милиции, потом, может быть, отпустить, если совсем злостный, то 15 суток, ну, не суть важно. И вдруг вот первый год я Дед Мороз, молодой выпускник школы-студии МХАТ, и у меня много-много было адресов именно тех, где когда-то я ездил по вызовам, по мелким хулиганам. Вот я сижу в этой бороде и вижу вот этих людей, которые когда-то там, допустим, ну, вели себя, может быть, неадекватно. Ну, это не криминал какой-то, это административка, бытовуха. там всякое бывает, человек выпил, там покричал. Я думаю, как забавно. Раньше ездил на милицейском УАЗике от адреса к адресу, но только разговаривал с людьми по-другому, брутально, так сказать. Как вот это вот ирландское рагу был брутален. Вот. А теперь радость несу в эти же самые квартиры.
Вот что это такое, Саша, я не знаю. Не узнавали? Нет, не узнавали. Я тебе скажу даже больше. Когда была агрессивная реклама, помнишь? Да. Вот, наверное, в эфире нельзя произносить. Вот, агрессивная реклама. И когда вот куда только не зайдешь. Меня узнавали, Саша, везде. Я ну, не в костюме Дед Мороза, вот так вот в автобусе замотаешься, глаза, чувак, я тебя знаю. Зайдешь кофе попить, чувак, я тебя знаю. А вот в костюме Деда Мороза мы зашли, помню, в какую-то квартиру, даже не в одну, а много-много квартир, реклама шла агрессивно. И вдруг я вижу, вот он, на экранах, вот реклама, они переключают канал, там опять следующая реклама, опять мое изображение, но у меня был другой костюм, Саша, у меня был другой грим, и меня ни разу не узнали. Я боялся, у меня был момент, что меня начнут узнавать и ассоциировать именно с той рекламой. Не было вот этого. Это круто. Это очень круто. Да. Еще хочу спросить тебя про еще твое, ну, это, наверное, не увлечение, а про твою... Одно время у тебя была такая прям озадаченность тем, чтобы у тебя прям было желание. Как с кино у тебя сейчас? Ну да, у меня была вот эта вот составляющая на моей актерской профессии. Мне, конечно, хотелось попробовать свои силы в кино, потому что там, скажем так, исполнительская манера, там то, как ты, допустим, ведешь себя перед камерой, оно, конечно, отличается от того, что ты делаешь на сцене. И вот это состояние, вот это поймать состояние правды, скажем так, в кино очень много правды. То есть камера не даст тебе соврать. Там, если фальшь какая-то, она сразу же эта камера поймет, и зритель скажет, ну, это вот неправда. Научиться вот этой правде. Она не всегда нужна на сцене, кинематографическая правда. Сцена чуть-чуть по-другому, у нее свои законы у сцены. Там нет крупного плана на сцене, там есть просто авансцена, куда ты выходишь, где ты крупным планом показываешься вот, с монологами, с чем-то там еще. Вот. А кино — это крупный план, здесь ты не наврешь. И мне это было очень важно для себя, для актера, чтобы шелуху какую-то себя актерскую собрать, чтобы себя найти по-новому в театре, опять же. Не в кино, а в театре. Через кино обратно более обновленным, более качественным прийти в театр. Вот для меня, для чего кино нужно. Кино важно было мне для этого. Вот. Но из кино стало получаться. Стал здесь, в Якутске, снимался в кино, уехав в Санкт-Петербург. Там попадал в какие-то проекты, снимался в Москве. Были съемки в Ленобласти, скажем так, меня это потихонечку стало затягивать, но там не было в Петербурге моего любимого театра. Он был, но его было меньше гораздо, чем здесь. А моя большая любовь — это все-таки театр. Театр, я в театр прихожу, это место силы, там я накачиваю мускулы души своей, а в кино я их начинаю уже тратить. Кино мне в этом плане не дает сил. Ну, финансово, да, ты выигрываешь кино, а вот в этом плане ты не выигрываешь. Поэтому для артиста, конечно, театр — это большая любовь. Поэтому ты решил вернуться, да, конечно, Саша, к родным пенатам. И в том числе и тоже из-за этого. Вот. А нет ли вот, может быть, немножко грубо прозвучит вопрос, нет ли у тебя ощущения того, что ты актер провинциального театра? О, нет, Саша, я же был в больших городах. Ну что там? Я видел больших артистов. Ну, действительно больших. Басилашвили, Алиса Бруновна Фрейндлих, там, Богачев, ну и Штиль Георгий. Ну и вообще в театры как бы ходил, смотрел. Нет у меня такого ощущения. Я думаю, театр хороший может быть и в провинции. Поневежеский театр тебе в пример хочу привести. Поневежеский театр, откуда, в общем-то, выходец Эдварда Степановича Скупшест, актер нашего театра, артист, потрясающий, замечательный артист. Так вот, в ту пору, когда Иозас Мельтиниус, а Эдвардас является учеником Иозаса Мельтиниуса, был главным режиссером этого театра, МХАТ в полном составе Ефремов собирал, привозил в Поневежец, и великим артистам МХАТа говорил, вот смотрите, как надо работать, вот это настоящий МХАТ, вот это настоящий Станиславский. Так, Саша, а что там Поневежец? Он меньше Якутска на самом деле. Так что хороший театр может быть где угодно. Кино, да, в Якутске было проблемно с кино, но ты посмотри, чего мы сейчас достигли. Ну разве стоит ради этого ехать в Москву? Это пускай Москва, Санкт-Петербург приезжает сюда и снимается, что сейчас и стали делать, подтягивать московских артистов, с чем я не очень согласен. У нас своих хватает артистов, мне кажется. Вот, поэтому тут есть все. Ну а из нашей, из якутской кухни какие у тебя предпочтения? Я строганину, Саш, люблю очень сильно, жеребятину, я люблю строганину из рыбы, чир, муксун. А у меня жена-то как, она же не местная жена, у меня приезжая. Дело в том, что я думал, угощу ее строганиной, на этом и успокоиться. Ну, моя обязанность была, я обязан был ее с местными как бы достопримечательностями познакомить, предпочтениями.
А она теперь меня достает постоянно. Дима, иду с работы, купи рыбу. Строганина, строганина, строганина постоянно. Жеребятина. Я вообще не ожидал, что на нее Ты так сам подействует. всё. Да, конечно. Получается, якутский нож есть у вас? Да, есть. Якутский нож. Даже жене там уже показал, говорю, вот намекаю все, что вот такой надо мне еще нож якутский, как подарок, пожалуйста. Все намекаю, но пока до нее пока не доходит. Ну, вот она сейчас посмотрит передачу и... Я уже там сходил, посмотрел, нашел мастера, нашел, где фотографию, где это. Я говорю, да вот, намекаю, все. У нас обычно дома как? Жена покажет фотографию, вот что-то как-то. Я так раз на заметочку взял, пойдешь там потом купишь. И ей все время намекаю про этот якутский нож. Ну, пойду сам куплю, если не купит. Да нет, давай положим, когда передача выйдет, она посмотрит и... Ну да. И сама все поймет. Вот тут намек будет уже уж очень тонкий. У меня в Петербурге всегда на столе лежал якутский нож, которым я разделал мясо, либо брал его к заливу, к финскому, с собой там, когда шашлычок, что-то готовил, тоже этим ножом все строгал. Но для меня это как бы принципиально было, чтобы Якутия была рядом со мной. У меня стоял чурон, у меня там обязательно лежал хамус вообще всегда с собой везде вожу, куда не хожу, везде. Добавляем бульон. Да, добавляем бульон. Наше основное блюдо. И теперь уже, ребята, мы идем к финалу. Ну что, наше рагу по-ирландски уже почти готово. Выходим на финишную прямую. Нам осталось... Там есть еще один ингредиент, очень важный для ирландского человека, о котором мы не будем говорить. Я думаю, мужики поймут. Помимо того шипучего пенного напитка, который сюда добавляется, к нему еще один напиток идет. Если вы догадались, что это за напиток, напишите нам в комментариях. Ну что, Семен, махни головой. Наливаем? Готово. Все. Чтобы погуще. Запах очень, очень ароматный. Ну, сейчас очень попробуем, потому стойкий, что прям... вот этот вот божественный ирландский напиток, он придает пикантности. И подача такая простая, Брутальная. брутальная. Ирландская. Все, как мы любим. Все, за что мы любим ирландцев, буквально у нас в одной тарелке. Ну вот, дорогие мои друзья. Пробуем. Поехали. Go. Сейчас бульончик попробуйте. Ну, бульон прям наваристый, прям. Бульон, мне кажется, божественный. Но мне кажется, что человек, не умеющий, может испортить мясо. У меня есть один Согласен. хороший знакомый, близкий человек, я бы даже так сказал, не жена, который может мясо с кубиком пожарить, выжарить его вот просто вот вообще до сухого состояния и все это сделать с кубиком. Ну, оно уже от мяса ничего не остается, неинтересно. Чипсы такие, знаешь, из кубика. Но у тебя такого греха нет. Твое мясо получилось отличным. Ну что, друзья, на этом наша сегодняшняя передача подходит к концу. Но вы не расстраивайтесь, ровно через неделю снова на канале Якутия-24 программа «Просто вкусно». А сегодняшний рецепт, сегодняшнее блюдо для нас готовил Дмитрий Трофимов. Это было рагу по-ирландски. Вооружайтесь этим рецептом, берите его себе на кухню, готовьте и наслаждайтесь. Приятного вам аппетита и пока!